Президент Алан Гаглоев провел рабочую встречу с министром здравоохранения Сусланом Наниевым. В центре внимания встречи были два ключевых вопроса. Состояние здоровья раненого командира батальона «Сармат» Владимира Наниева, позывной Че Гевара, и ход введения в эксплуатацию нового медицинского оборудования из Российской Федерации. Суслан Наниев отчитался о выполнении поручения президента по предоставлению подробной информации о состоянии здоровья командира батальона «Сармат» Владимира Наниева, который получил серьезное ранение в ходе специальной военной операции. Я получил подробную информацию о состоянии тяжести Владимира Наниева, также о перенесенных им операциях и дальнейшего плана реабилитации и дальнейшего восстановления. На данный момент он получает лечение в условиях окружного военно-клинического госпиталя города Ростов. Все необходимые хирургические вмешательства в полном объеме ему проведены. На данный момент он находится на восстановительном лечении. Он также проинформировал Алана Гаглоева о дальнейшем плане реабилитации Владимира Наниева. Он будет переведен в Центральные военно-клинические организации для дальнейшего восстановительного лечения и решения вопроса о протезировании. Глава Минздрава подчеркнул, что опасений о состоянии здоровья военнослужащего нет. На данный момент никаких опасений, связанных с его состоянием здоровья, нет. И весь дальнейший план реабилитации и восстановительного лечения также понятен, он находится под полным контролем. Суслан Наниев также проинформировал президента о завершении этапа передачи медицинского оборудования, предоставленного югостинскому здравоохранению российскими коллегами. Весь перечень медицинского оборудования на данный момент нами получен в вашем присутствии. С сегодняшнего дня начнется монтаж и ввод в эксплуатацию. Он также заверил, что будет держать главу государства в курсе о дальнейшем ходе работ. Алан Гаглоев поручил и в дальнейшем держать на личном контроле как вопрос оснащения медицинских учреждений, так и процесс реабилитации всех военнослужащих из Южной Осетии, получивших ранения. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.